Что будет с вашим семейным видом на жительство в случае развода или смерти супруга? Я сейчас скажу совершенно элементарную истину, которую, я думаю, все понимают. Ваш брак перестает существовать, как только вступает в силу решение суда о разводе, или же когда ваш супруг уходит из жизни. Немногие знают, что в Турции существует правило. Когда ваш брак аннулирован, то вместе с ним становится недействительным и ваш текущий семейный вид на жительство. Я сейчас не говорю про тех женщин, которые успели получить гражданство на основании замужества. Естественно, если у вас уже на руках есть турецкий кимлик, то никто у вас его не отнимет только потому, что вы развелись или овдовели. С семейным ВНЖ дела обстоят иначе. В течение 10 дней с момента расторжения брака или с момента смерти вашего супруга необходимо будет подать заявку на новый ВНЖ. И не нужно смотреть на то, что ваш текущий ВНЖ еще не истек, и до конца срока действия еще, возможно, много времени. Не стоит дожидаться конца срока действия семейного ВНЖ, потому что фактически находиться по нему на территории Турции вы уже не имеете права. Существуют следующие правила. Женщины, чей брак продлился свыше 3 лет, имеют право проживать на территории Турции, просто обменяв свой семейный ВНЖ на краткосрочный или кыса дönem. Если ваш брак был расторгнут по причине семейного насилия, то совершенно не важно, сколько продлился ваш брачный союз, вы все равно имеете право продолжать проживать на территории Турции, просто совершив переход с семейного ВНЖ на краткосрочный. Если вы не отвечаете ни одному из этих условий, то есть ваш брак продлился меньше 3 лет и был расторгнут не по причине семейного насилия, то в таком случае, к сожалению, просто обменять свой вид на жительство семейный на краткосрочный у вас не получится, поэтому вам необходимо будет с нуля подавать заявку на общих основаниях на любой тип вида на жительство, условиям которого вы отвечаете. То есть это не обязательно может быть кыса dönem или краткосрочный, это может быть, например, туристический вид на жительство. Что касается вдов, то они также имеют возможность проживать на территории Турции после смерти своего супруга. И не имеет никакого значения продолжительность их брака. Также необходимо будет поменять свой семейный вид на жительство на краткосрочный. Делитесь этим видео со своими друзьями, потому что действительно эту информацию в русскоязычных источниках найти не так просто, и мало кто знает об этом нюансе. И, естественно, в случае стрессовой ситуации, такой как развод или смерть супруга, мало кто вообще задумывается о том, что, оказывается, нужно урегулировать свои вопросы еще и с видом на жительство. Поэтому будьте очень внимательны, не забывайте ставить нам лайки. Всего вам доброго и до встречи в следующих роликах.